Уйгурское красное золото. Секрет 3 культур. Прекрасная уйгурская автономия. Многоликий красный цвет. Ослепляет взор. Войдите в мир огненно-красных растений. Давайте вместе прочувствуем прекрасную жизнь в истории и современности. Те, кто бывал в музее уйгурской автономии, наверняка хорошо помнят эти расписные деревянные фигурки в шелковых одеждах, найденные в гробницах Астаны в Турфане. Они свидетельствуют о блеске цивилизации эпохи уйгурского каганата и династии Тан. Эта фигурка изображает танцующую девушку при дворе Тан. Как живая, элегантная и игривая. Красная шелковая юбка, румяные щеки и алые губы. Красный цвет делает эпоху уйгурского каганата и династии Тан живой и красочной. Жители уйгурского каганата и династии Тан обожали красный краситель. Они сделали его модным цветом того времени. Эксперты предполагают, что красный пигмент на шелковых одеждах мог быть получен из морены, сапана или софлора. Древние уйгурские мастера создали сложный процесс извлечения красного пигмента из растений. Возьмем, к примеру, софлор. В трактате Циминь-Я-Шу описан метод экстракции цвета. Древние люди измельчали собранный софлор, заливали его водой, отжимали в мешочке желтый сок, а затем промывали кислыми жидкостями, например, рисовым отваром. После очистки получался красный пигмент софлора. Исторически софлор происходит с побережья Средиземного моря. Позже он попал в уйгурский край, а через шелковый путь в центральные равнины Китая. В эпоху уйгурского каганата и династии Тан его выращивали повсеместно, но в основном в уйгурском крае. Софлор – это не только сырье для натуральных красителей, но и лекарственное средство и масличная культура. Он горячо любим людьми. Сегодня в уйгурской автономии производится 80% всего софлора в Китае. Качество его превосходно. Это связано с обилием солнечного света и уникальными географическими условиями с большой разницей температур дня и ночи. Красный пигмент и питательные вещества накапливаются легче. Он постоянно приносит людям здоровье и красоту. Используя мощь технологий, в уникальной среде котловины Карашара были выведены так называемые 3 красные культуры. Промышленные томаты, стручковый перец, винный виноград. Долины Карашара стали прекрасной картиной в красных тонах. Котловина Карашара расположена на северо-восточной окраине Таримской впадины. Летом световой день длится 16 часов, а за год – почти 3000 солнечных часов. Это рай для выращивания уйгурских 3 красных культур. Благодаря интенсивному фотосинтезу, томаты, перец и виноград здесь содержат гораздо больше пигмента, чем в других местах. Их вкус, конечно же, тоже обладает уникальным ароматом. Масштабное выращивание демонстрирует в фермерских хозяйствах мощное технологическое обеспечение. Согласно статистике, в каждой 4-й бутылке кетчупа в мире есть 1 бутылка родом из уйгурской автономии. Уезд Карашар, известный как родина промышленных томатов всего Китая, является основным районом их производства. Здесь внедрена полная механизация, от посадки до сбора урожая. Точное орошение и научное внесение удобрений гарантируют, что каждый плод станет огненным подарком природы. Богатые витамином С и ликопином, сочные уйгурские томаты попадают на столы людей во всем мире. Местный уйгурский перец часто называют пигментным перцем. Его главная особенность – высокое содержание капсантина. Оно почти в 2-3 раза выше среднего уровня по стране. Тонкая кожица и мясистая мякоть. Яркий цвет и насыщенный вкус. Уйгурский перец, имеющий умеренный по остроте вкус, придает уйгурским национальным блюдам тот самый знаменитый насыщенный цвет и богатый вкус, а можно сделать из него пробуждающую аппетит острую приправу, добавляющую изюминку в рацион. Раз это пигментный перец, то и без функции красителя не обойтись. Натуральный красный пигмент из перца используется не только в пищевой промышленности, но и, как в древности, в производстве натуральной косметики, красных румян и помад, отвечая стремлению людей к здоровью и красоте.
Как и во времена уйгурского каганата, наша косметика делает китаянок красивее. Виноградники превратили пустыню Гоби в цветущий оазис. Из винограда рождается благородное рубиновое вино. Богатый цвет, сладкое красное вино, красивая художественная концепция светящегося бокала виноградного вина. Это продолжается и продолжается с древних времен уйгурского каганата до наших дней.